Добрый день, уважаемые друзья. Это программа «Культурный иммунитет». И сегодня у нас особый гость, я не побоюсь или даже не постесняюсь этого слова, дорогой гость Батыр Учаевич Кетинов. Батыр Учаевич Мендет. Мендет, добрый день. Батыр Учаевич очень известный калмыцкий ученый, специалист, историк. Но несмотря на то, что он долгое время живет в Москве, область и сфера его интересов – это буддизм, это история айратов. И совсем недавно Батыр Учаевич стал доктором исторических наук. Я вас поздравляю. Батыр Учаевич, вы очень давно уже занимаетесь исследованиями, посвященными истории айратов, истории калмыков, истории буддизма и влиянии, и самое главное, чем, наверное, редко кто сейчас так глубоко занимается, как вы, влиянием буддизма на, собственно, айратов и на калмыков. Давайте немного поговорим об этом, а прежде я бы хотел сказать, что в 2019 году в Российском университете дружбы народов вышла книга Батыра Учаевича «Цивилизационные основы политического процесса». Вот эта книга, она здесь у меня в руках, и те вопросы и те положения, которые выдвинуты и обоснованы в этой книге, они настолько по-новому открывают вообще все явления в Каспийском регионе здесь и в частности вот вопросы, касающиеся буддийской цивилизации. Поэтому давайте немного сначала поговорим об этой книге. Она у вас такая особенная, я думаю, потому что то направление, в котором она написана, та сфера, в которой это все, это и социология, и история, и политология, в том числе. И поэтому, ну вот как-то, и даже сама обложка ее оформления очень интересная, где мандала, в центре которой находится наша планета. Батыр Учаевич, прошу вас, давайте немного поговорим о ней. Как вообще возникла идея написания этой книги и почему она важна сегодня не только для калмыков, для тех, кто интересуется социологией, там, политологией, историей, но также и вообще для всей нашей страны, а то, может быть, и для всего вообще евразийского пространства? Дело в том, что вначале я защитил кандидатскую диссертацию по истории буддизма айратов. Вот. И после этого я подошел... Я вас перебью. Эта книга выходила отдельным изданием в товариществе научных изданий КМК. Да. И она называется «Священный Тибет и воинствующая степь. История буддизма у айратов». Да. И вот после защиты диссертации, после того, как вышла монография на основе диссертации, я подошел к своему научному руководителю, это академик Академии наук Григорий Максимович Бунгадлевин, и сказал ему, что книга хорошая, ко мне люди даже находили мой телефон, уже не знаю, каким образом, звонили, можно сказать, со всего СНГ, мне звонили, я уже не говорю про российские звонки. Вот, по-моему, пара звонков было в том числе и из дальнего зарубежья. Я посчитал, что, то есть я ему говорю, я считаю, что как бы определенный вклад сделан в эту тему, и теперь я хотел бы изучать уже перспективы буддизма, в частности в нашей стране. И вот он мне сказал, что это уже даже не столько новейшая история получается, сколько политология. И он меня направил к своему однокласснику в МГУ. И вот я на философском факультете МГУ стал изучать вот, современный буддизм, роль буддизма в политике в том числе, буддизм в России. И потом я пришел к выводу, что все-таки наиболее актуальная, даже не то чтобы тема, а наиболее актуальное начало, что ли, в российском буддизме — это буддизм в Калмыкии, поскольку Калмыкия находится в таком особом регионе, Каспийский регион. Вот, 90-е годы эта тема была вообще, Каспийский регион — это была, так сказать, мейнстрим мировых СМИ, да, политологии мирового уровня. И вот я стал разрабатывать эту тему. В основном материалы мне удалось собрать, будучи на стажировке в вузах Великобритании. Там, да, мне удалось и познакомиться с политологами, и посидеть, поработать с книгами. Так что вот формально, если так считать, конечно, на эту книгу ушло лет 7, наверное, на написание этой книги. В ней я провел комплексный анализ современной ситуации в Каспийском регионе, политологический, конечно, анализ. Вот.
показал значение этого же региона с точки зрения взаимодействия мировых цивилизаций и обосновал в этой книге, монографии, то, что буддизм в Калмыкии и прилегающих районах, ну, в основном, конечно, это Астраханская область имеется в виду, это как бы, в любом случае, это представительство, это часть буддийской цивилизации, которая была в этом регионе как минимум трижды. То есть вот калмыцкий период — это 400 лет последние, до этого был монгольский период, хулагуиды, это, соответственно, лет 300 до того. Ну и где-то в районе, может быть, 5-6 веков, это еще когда была первая волна буддизма, индийского буддизма. Вот. Это, конечно, в основном Южный Каспий, в любом случае это Каспийский регион. Таким образом, как я считаю, вот в данной книге мне удалось показать значение и важность сохранения буддийской цивилизации в этом регионе и, соответственно, я показал, скажем так, основных игроков, которые могут быть заинтересованы в этом, кроме, собственно, России, где мы находимся. Это Индия, это Китай и это Монголия. Вот эта карта тут показанная как раз-таки, получается, это часть земного шара, где выведены контуры России, Монголии, Китая и Индии. Ну и, безусловно, я показал еще роль и значение иных стран, допустим, страны буддизма Тхеравады. Юго-Восточной Азии. Да, конечно, Южная и Юго-Восточная Азия. И действительно, как сказали мне рецензенты и специалисты, которые читали книгу, на сегодняшний день, к сожалению, нет работ, посвященных перспективам буддизма в России в целом, ну и тем более региональных этих раскладов нет. Вот. И есть такая надежда, что ли, что все-таки эта тема, она будет далее разработана, углублена, обоснована, имея в виду главной целью — это сохранение буддийской цивилизации в России в целом, на Каспии в частности. Батыр Чаич, в некоторых из ваших работ, наверное, частично включенных в эту книгу, рассматривается существование вот этих вот представителей монгольского улуса, ушедших вместе с Хулагу-ханом в Персию и позже изменивших свою конфессиональную принадлежность, то есть изменивших свою религию с буддийской на ислам. И выводы, которые следуют по окончанию этой работы, религия и сохранение этнической идентичности, они неразрывно связаны между собой. Поэтому вопрос следующий. Сегодня в современной Калмыкии, да и не только в Калмыкии, и в других местах, включая Бурятию и саму Монголию, пропагандируется, можно сказать, эдакий вот культ возвращения к истокам, возвращения к шаманизму, к тенгрианству и к каким-то древним религиям. Будет ли это способствовать сохранению нас, калмыков, а также всех тех, кто сегодня пытается отбросить сложности, может быть, какие-то индийского и тибетского буддизма и вернуться к каким-то совершенно простым культам? Насколько это перспективно в контексте сохранения нашего народа? Шаманизм, язычество и подобные идейные структуры, системы, они были важны для развития человеческого сообщества в пределах очень длительного периода времени, который, безусловно, перекрывает время существования религий, мировых религий. Ну, надо понимать, что шаманизм я использую только в качестве как некого аналога язычества, да, понятно, поскольку да, шаманизм — это чисто явление такое центральноазиатское, даже более того, южносибирское только. Но экстраполируем это значение этого слова, смысл этого слова. Но их время повсеместно прошло. И пришло время более развитых систем. Точно так же, как и было время в начале, допустим, фетишизма, вот, связанного с анимизмом, да. Вот, было поклонение природным явлениям и так далее. Они постепенно либо исчезались, либо абсорбировались вот, в языческие культы. Потом это все либо исчезало, либо было абсорбировано в религиозное. Поэтому нельзя думать, полагать, что религия — это нечто особенное, что совершенно чуждо. Это логичное развитие
того духовного начала, которое изначально было человек, да, в человеческом сообществе. Вот. Что касается современных попыток возродить язычество, на самом деле это тоже явление повсеместное. Это, понимаете, вызвано кризисом, в которых пребывает общество. Причины могут быть разные, начиная от социального, через экономическое и вплоть до духовного, каких угодно кризисов. Поэтому мы говорим о том времени, то есть хронологически это довольно четко можно выделить. Это примерно с, наверное, году 70-х, 60-х прошлого века и вот до сих пор. То есть это длится примерно 60-70 лет. Но ведь апелляция идет к тому, что мы тысячелетиями исповедовали некие древние культы, и потому мы сегодня, точнее, нам важно их возрождать, возвращаться к ним, а все остальное — это чужое, привнесенное, это нужно истребить, уничтожить, либо, в самом мягком варианте обложить, наверное, негативными словами где-то в комментариях в интернете. Это то, что называется фундаментализм, то есть возвращение к истокам, к фундаменту, да? Да, да, да. В принципе, само слово по себе, оно нейтрального смысла оно. И в целом это как бы ожидаемое явление в любой сфере культуры, в том числе и духовной. Возьмем средневековую культуру европейскую, то есть, да, эпоху Возрождения, вот Ренессанса так называемого. Ведь это было как раз-таки явление фундаментализма в культуре Европы, поскольку они обратились к культуре Греции древней, культуре Рима древнего, то есть они обратились к язычеству. Вот. Но это ведь было... это же не означало возвращение язычества в том значении, о котором сейчас вот вы и толкуете, как бы, да, что надо отказываться. От христианства никто не отказывался. Более того, вот эти самые идеологи или творцы, скажем так, Возрождения, да, они были очень и очень верующими христианами. Но для них это было, там есть на самом деле масса мнений, так сказать, почему был Ренессанс случился, какие он имел в виду последствия, да, и так далее. Для них это было не просто, как бы сказать, возвращение, то есть для них это был даже не возврат к язычеству, для них это была переоценка того периода с точки зрения христианской религии, христианского мировоззрения. Но и тогда, и сейчас, прямо глядя, можно было сказать, это возвращение к язычеству. Поэтому и сегодня, когда мы говорим об вот этих вот тенденциях, о которых вы сейчас говорите, это есть реальная вот попытка пересмотреть на самом деле то, что сейчас есть, а на что сослаться? Ведь не на идеологии коммунизма, демократизма, фашизма и какого угодно либерализма и так далее. Это как бы считается, они себя, они потеряли свою значимость в каком-то смысле, да? Зато если это язычество... кризис идей, вы считаете? Кризис духовности, в первую очередь. Духовности, прежде да. всего духовность. Зато есть куда обратиться. Это просто автоматически, это самое легкое, на что можно сослаться. А вот язычество, это наше, это родное, не наносное. Но ведь кто его знает во всей полноте, чтобы сказать, Никто я знаю, как его возрождать? Никто не знает. Более того, никто не знает, во-первых, вообще, что это такое было. Вот именно, это важно очень. Тогда получается, Мы что же- люди гоняются за горизонтом? В каком-то смысле, да. Ведь из язычества откуда вот эти самые агитаторы, да? Вот эти вот пропагандисты язычества, шаманизма, тенгрианства и прочего, откуда они взяли свои постулаты? Из книг, которые были написаны либо атеистами, да, либо людьми верующими. То есть люди, так или иначе, выразившие, имеющие свое отношение к высшему, да, к запредельному, да, и это так или иначе изложено, грубо говоря, как-то на этом фоне книги пишутся. У кого угодно. Хотя человек может не иметь никакого отношения и не думать про религию, но его мировоззрение, хочет он или не хочет, оно накладывается в текст. И вот теперь вот эти вот агитаторы, они берут эти тексты и считают их путеводной нитью в прошлое. Это не так. Это не есть та истина, которую они ищут. Они творят ее. Это интерпретация ведь чужого, некого иного человека. Вы знаете, я скажу сейчас аналогичный,
каком-то смысле аналогичный случай, что ли, пример приведу. Но я хочу донести свою мысль более, так сказать, комплексно. Да? Вот был или, может быть, есть до сих пор такой вот палестинский автор, его зовут Саид, он сам христианин. И у него есть книга «Ориентализм». Она вышла довольно давно, в годах 70-х еще. Она неоднократно потом переиздавалась, на русский язык она переведена. Вот в двух словах, что он там хочет сказать? Что Запад придумал Восток. Вот. Запад настолько был потрясен Востоком, когда стал с ним знакомиться, настолько он проникся этой мистикой, этими чудесами, этим неожиданными поворотами мысли, мировоззрения, что он стал домысливать Восток. И он стал его рисовать. Он стал, когда он прибывал на Восток, он требовал делать так, как он у себя полагал должно быть. Вот. Что это вы знаете, это у вас уже все, это у вас какой-то наносной. На самом деле у вас было все вот так и вот так. Вот это Саид и говорит, это ориентализм. Это целое мощное течение в западной философии, политологии, которое структурировало Восток с точки зрения Запада. Вот именно что с точки зрения Запада. Оно придумывало Восток, да. Аналогично можно сказать, один в один, ну, буквально в смысле можно сказать. Можно сказать про вот этих вот апологетов язычества и же с ними. Следовательно, мы не можем сказать, что вот язычество, вот оно чистое, нетронутое, а вот тронутая и не совсем чистая религия. По религии у нас есть источники. Кстати сказать, языческая религия, какая бы она ни была, допустим, шаманизм возьмем, да? Это уже развитая религия. Это учение, не имеющее письменной основы. Вот даже когда буддизм появился в Индии, тогда считается и история появилась в Индии. То есть пошла фиксация. Это буддизм нес вот эту вот культуру, или, скажем так, новшество, фиксацию, письменную фиксацию. Тогда стало все фиксироваться, и тогда появилась история. Языческие культы, они предполагают только из устной. От учителя к ученику. Все из устно. Не зря в Индии было два, скажем так, класса познания, что ли. Шрути и смрити. Услышанное и запомненное. Там не было, ну я говорю, это еще до буддийский перевод, конечно, там, ведический, допустим. Там не было такого записанного и изученного. Нет. Услышанное и запомненное. А это все тот период еще, в общем, многоязыческий. В Индии вообще, в общем-то, как бы, грубо говоря, индуизм — это многоликое язычество, в общем-то. Поэтому, совершенно многоликое. Да. Поэтому религии, они имеют традицию, они имеют школы, они имеют системы. Это все отработано у них. Есть, так сказать, определенная таксономия должностей, работ, мнений и так далее. Веками специально на это работали. Язычество против этого ничего не может представить, кроме линии учитель-ученик, учитель-ученик, учитель-ученик. У язычества которые есть... со временем еще и забываются многими апологетами. Да. Они могут искажаться по силу разных причин. А то, что записано, оно ведь сложно высказать, правильно? Конечно. А вот переданное, утерянное, искаженное в устной традиции, да это запросто. Вот. Я ничего не хочу сказать плохого про шаманов, допустим, да, про вот этих вот деятелей культа подобного рода. Это их учитель был, и они продолжают эту традицию. Мы сейчас говорим о тех, кто говорит вернуться к тем временам. Вот, Как правило, шаманы об этом не говорят. Вот эти вот языческие деятели культа об этом не говорят. Об этом говорят люди в каком-то смысле совершенно случайные, которым это понравилось, вот это язычество, у которых есть понимание, свое понимание, что религия — это чуждое, наносное и так далее, да, что оно связано... Порабощающее, иноязычное, инокультурное. Связано с какими-то социальными стратами, с политикой этих стратов. И для них вот куда идти? О чем я и говорю выше. Язычество получается. А просто было бы еще что куда-то, они ушли бы туда. Но некуда. Да и язычество, как оказывается, оно перетрактовано не однажды. Поэтому конгломерат у них такое мнение собирается. И вот в контексте того интереса и той активной деятельности, которую сегодня идет пропаганда здесь различных и в Калмыкии, и не только в Калмыкии, но и в России это существует сегодня.
я имею в виду в русскоязычной, собственно, русской России, да и, наверное, в других местах, в таких местах, как, например, Республика Тува, Алтай, это тоже очень явно видно, что идет прямо вот такая вот даже иногда насильная пропаганда, возвращение к неким истокам каким-то, какие-то разрозненные знания, которые сохранились от предков, и не всегда, между прочим, связанные с язычеством, начинают истолковываться по-новому, как особые культы, которые эдакие злые православные миссионеры или злые какие-то буддийские монахи или еще кто-то специально умышленно извратили и превратили их в какое-то вот что-то непонятное. Эти идеи я слышу очень часто, и в контексте этих идей мне очень хотелось бы услышать ваше мнение о том, насколько большой угрозе подвергается существование вот таких вот этнических общностей. Есть ли опасность того, что через определенное время этническая общность расколется, как вот сейчас в Бурятии происходит, Западная Бурятия является приверженцами, большинство людей, я имею в виду, приверженцами каких-то древних шаманских культов, тогда как Восточная Бурятия является приверженцами буддийских культов, и между ними очень такой вот натянутый диалог постоянно. И вот, смотря на них, я всегда со страхом думаю о том, что и мы ведь можем превратиться в такой же расколотый этнос, потерявший и себя, и свой язык, и свою культуру традиционную, и все то, что было наработано. И таким образом вот эти призывы к тому, чтобы возродить древние культы и отбросить ненужное, то, что там злобные какие-то тибетские монахи приносят куда-то там для нас, калмыков, дабы в простом уровне это обогатиться, а в таком вот глубоком поработить вообще калмыцкий народ. И даже ведь такие вещи есть. И вот насколько опасно это в контексте существования этноса. Тем более в таком состоянии, в котором сегодня, например, ну вот мы находимся, калмыки. Не случайно эта программа называется «Культурный иммунитет». Ведь этим мы хотели бы как раз-таки выработать тот иммунитет, который бы умел отличать хорошее от плохого и не принимать плохое, либо забирать из него все, что можно хорошего и так далее. Да, дело в том, что на самом деле эта проблема, она стандартная в каком-то смысле. Всегда в обществе есть группы мнений, между которыми происходит столкновение. Да. Но опасность реально наступает тогда, когда в итоге остается два консолидированных мнения, да? Противоборствующие. Да. Вот несколько лет назад я был на съемках передачи, она называется «Трудно быть с Богом». Вот. И там подобный вопрос тоже мы обсуждали, и я бы сказал такое мнение, что для того, чтобы расколоть общество, достаточно сделать простое, так сказать, движение, это обозначить ему две цели, соответственно, с двумя идеологиями. И все, как бы общество уже там разделится, между ними начнется борьба, поскольку цель всегда должна быть одна. Вот. Как правило, идеологии современности, идеологии прошлого, я имею в виду религии, они всегда говорили «цель одна». Другой вопрос, что за цель, да, и так далее. Но это другой вопрос. Даже крестовый поход имел одну цель, да? Ну, вот религия, да, вот она говорит, надо жизнь прожить так, чтобы не было, что называется, мучительно больно, да? Вот. Это нормально. И если в обществе появляется подобного, то есть аналогичного уровня системы, я имею в виду духовной системы, да, религия и язычество в частности, они, безусловно, расколят общество. Но страшно не только это, а то, что в итоге все равно придет другая религиозная система, которая волей или неволей объединит все равно это общество, поскольку оно уже будет слабое, готовое к любым, как сказать, к любым веяниям. Главное, чтобы наступил хоть какой-то порядок. И история это неоднократно показывала, что как только такое случается, святое место пусто не бывает, в момент приходит другое учение, другая религия, другая идеология, которая сразу давит. И обессиленные люди да, бросают все давит. Прежнее. И... Как бы там ни было, религия это подавляет все, так сказать. И все вот так вот замирает. До следующего всплеска, который будет
лет через, я не знаю, 100, 200, 300 и так далее. Поэтому это надо понимать, что когда общество делится на тех, что вот мы только за шаманизм, или там мы только за православие, мы только за гелук, школу и так далее, да, это общество, оно открывает себя для внешнего воздействия. У него падает уровень иммунитета. Да. О чем и речь, да. Соответственно, и в этническом плане происходит то же самое. Уже, скорее всего, понимаете, достаточно оглянуться в прошлое. В прошлом есть масса примеров, что после раздела религиозного начинается раздел этнический, а там далее субэтнический, понимаете? А потом еще какой-то такой, который просто искусственно придуман. И вот это все ведет к тому же, о чем я и говорил, к ослаблению общества, к исчезновению иммунитета, к чуждому влиянию. Происходит порабощение, поглощение, исчезновение. На мой взгляд, в этой ситуации следует все-таки, с одной стороны, если мы говорим, вы привели пример бурятов, допустим, да, Западная Бурятия, Восточная Бурятия. Вот, нам следует, не то чтобы нам, но как я понимаю эту ситуацию, безусловно, Западная Бурятия, она позже вошла в сферу буддизма. Она, по историческим причинам. Это тоже нормально. То есть какие-то народы, которые пришли раньше в мировую религию, если часть ее народа выпадала из этого, то, конечно, будет некоторый диссонанс, так сказать. Да? Эти будут гордиться, что они уже следуют системной религии, да? Что вы там застряли где-то в Средневековье. А те неофиты вроде бы, да? Первые, да. А зато вторые будут говорить, а вот мы за предков наших, мы за корни наши. Естественное противопоставление, такая дихотомия возникает сразу же. Да. Вот такой ситуации, безусловно, желательно избежать, поскольку народ один. Это должен быть единый этнический, в таком случае, объединяющее начало должно быть, которое должно вывести идейное на другой уровень. Оно не должно подрывать корни этничности. Если это будет допущено, если будут говорить, вот я западный бурят, а вот ты восточный бурят, о каком-то единстве можно говорить, даже если и будет духовное единство. Уже само этническое основание подорвано будет. Вот в этом плане буддизм, кстати сказать, религия более, более комплексная. То есть она сохраняет этнические начала. И в отличие от другой части Востока, где все, кто следует этой определенной религии, являются братьями, да, в буддизме этого нет. Как раз-таки буддизм помогает и сохраняет вот это вот начало. И мы до сих пор говорим, что вот я монгол, ты тибетец, вот ты индиец, да, но мы все буддисты. Ты там ланкиец, ты там бирманец, но мы все буддисты. Этнический компонент не разрушается. Да, и мы помним свои 7 поколений, 9 поколений, мы гордимся нашими этническими героями. Это буддизм все сохраняет, консервирует, понимаете? Это вот такая консервация очень важна. Это позволило, в частности, калмыкам не исчезнуть, так как они, как айраты, исчезали в других местах. Но мы помним сейчас в каких других прошлое. местах исчезали в частности, айраты, Средний Восток, Ближний Восток. Вот те же самые хулагуиты, о которых о котором мы говорим. Когда часть айратов туда ушла, и действительно, вот я встречался с господином Турханом Тургутом в Стамбуле, который так и говорит, да, вот мы из тех тургутов, у них так принято, у нас тургуты принято, как у них принято тургуты. То есть это, когда еще не был этнос, это было, не то что воинское подразделение, это была военная единица, специальная военная единица. Да. Вот они в составе передовых частей прибыли туда. Потом он так показал буквально, что вот мы не османы, мы были вот так вот, как с османами. То есть мы осознавали, что мы иного происхождения. Это в Турции происходит? Это уже когда османы, уже Турецкая империя. Уже все, период империи. А его семья, они были во главе. Он говорит, вот моей семье, поскольку османам не нужно было вот эти этнические конфликты, да, конфессиональные какие-то конфликты. Османы в целом они показали терпимость. Вот особенно первоначальный период, когда Византия пала и все такое, да. Ведь это было действительно высоко развито во многих отношениях общества. Османская империя — это сильнейшая империя ведь была. Вот. Возможно, я так не специалист по империям, но мне кажется,
с этой империей по продолжительности может сопоставиться только Римская империя, наверное. Ну что там говорить, они контролировали все территории, где живут арабы, да? Многие земли тюрков они контролировали, Переднюю Азию контролировали, Крым, да, вот, Южный Кавказ. Ну, причем вот до недавнего времени, буквально 100 лет назад, правильно все это закончилось? Да. Так вот, и вот Турхан Тургутаки сказал: моей семье, говорит, выделили в управление далекий уголок Ереванское ханство. Вот мы там были ереванскими ханами порядка 200 лет. В интернете, говорит, написано, что ереванские ханы, они каджары. Он говорит, это не совсем правда. По женской линии у нас все каджары. Моя мама каджарка, бабушка каджарка, и так далее, и так далее. Но, говорит, по мужской линии мы все считаемся тургутами, говорит. Вот только вот из-за революционных событий в России нам, говорит, пришлось уйти оттуда. И, вот, скорее всего, я, видимо, последний ереванский хан, ну, как сказать, не только хан, но он от отца как бы титул к нему перешел. А остальные, говорят, уже все, у него дети, они этим уже им не очень интересно, судя по всему. Вот. Следовательно, да, и вот он помнит, что вот они пришли, это пришлый элемент, но вот сколько лет прошло с тех пор? 700 лет прошло. Они помнят. То есть он даже Через сейчас, будучи мусульманином, вот он же мусульманин, правильно? Он гражданин Турции и так далее, да. Он помнит свое происхождение. И я считаю, что в этом элемент был, в свою роль сыграл элемент шаманизма и элемент буддизма. Который не дал им раствориться, исчезнуть. Они помнили, что они тургуты. И даже вот у них там... Что они пришли откуда-то с востока. Да, что они пришли... Что, ну, собственно говоря, и все турки туда пришли, как бы, да, если уж так говорить. Да, но что они не османы. Вот это они четко, как бы, имели в виду. Это не означает, что это вот закладывалась какая-то мина, бомба, да, что это у них сознательно был антиосманизм. Нет. Просто они помнили свое начало. Вот и все. И главное, османы не были против. То есть это не была борьба. Тем более такая выдуманная, как, допустим, у наших братьев-бурятов. Там было более там, жестко все так. Ведь это же империя все-таки. Но и они подходили довольно гибко к подобным вещам. То есть получается, что сейчас именно то состояние и нашей национальной культуры, и наших национальных традиций, связанных как с религиозными, так и дорелигиозными некоторыми явлениями, это то лучшее состояние, в котором мы можем сохранить и прошлое, и зато и приумножить, и вырастить будущее. Так или да, нет? Я думаю, что то, что у нас есть богатая история, у нас есть богатая культура, у нас есть культурный иммунитет, который у нас еще присутствует. И этот очень слабый, мне кажется, иммунитет, он был заложен нашими предками. Он не силен, да, он не силен. Более того, есть определенные угрозы, причем реальные угрозы. Вот. Но вот мне бы, я перебью вас, извиняюсь, мне бы очень хотелось, чтобы эта передача «Культурный иммунитет», которую мы только сейчас настраиваем и хотим сделать ее постоянной, чтобы эта передача как раз-таки способствовала формированию правильного, нужного культурного иммунитета, и чтобы гостями этой передачи были правильные, нужные люди, которые не просто где-то из интернета, а именно на основании огромного количества источников уже определили все культурные, нравственные, какие-то этнические, субэтнические, если на то пошло, и даже религиозные уже ориентиры, и могут поделиться ими со зрителем. На самом деле, наверное, сложно будет вот сказать, вот группа вот этих ориентиров, да, вот группа других, но действительно я считаю, что сейчас очень важно показать мнение, точки зрения людей, которые над этими вопросами специально размышляли, которые действительно могут, имеют то, чем можно поделиться, и главное, которые очень заинтересованы в результате, в нужном, правильном, позитивном результате. И более того, я считаю, что сейчас не то, чтобы время настало, это слишком как-то заезжено, мне кажется, а сейчас как раз-таки то время, когда есть возможность преломить ситуацию еще. Точка невозврата еще не пройдена. Да, еще потенциал есть, еще время есть, но вот судя по тому, как развиваются события последние там, лет 50, допустим, да,
60, вот как я уже назвал эту цифру. Вы знаете, был такой известный политолог, социолог, можно сказать, философ, вообще вот специалист по общественным наукам Шмуэль Эйзенштадт. Вот я в данном случае, вот в монографии на него ссылаюсь неоднократно. Он, к сожалению, скончался не так давно, ну, лет 10, может быть, назад. Хотя он был настолько авторитетный, что мне даже в 90-е годы говорил, что его уже нет, как бы. Вот это примерно то же самое, как про моего руководителя Бангад Левина говорил, он в 19 веке жил, как бы. Да. Так вот, согласно Эйзенштадту, сейчас развивается период второго осевого времени. То есть он начался в районе 17 века и все еще длится. По нарастающей идет. Причем вот... А достиг ли он апогея своего? Вот я и говорю, вот сейчас он говорит, вот это время, наше время, после Второй мировой войны и до сих пор, вот, да, он считает сейчас время как раз-таки переломное время идет сейчас. То есть, ну, апогей, можно сказать по-другому. Что такое осевое время? Это то время, когда были заложены основы мировых религий. Согласно Эйзенштадту, согласно Карлу Ясперсу, это период примерно с 800 года до нашей эры, примерно по 200 год до нашей эры. Тогда жили мудрецы ионийские, тогда жил Конфуций, Лао Цзы, Будда, Моисей. Вот. И они сделали то есть то, что они сделали, это сотворил это сейчас современный мир наш. И вот, начиная с 17 века, идет сложение второго осевого времени. И то, какой будет последующий мир, зависит, возможно, особенно вот в наш период, со второй половины 20 века и вот по половину 21 века. Это в каком-то смысле стандарт, я бы сказал, у ряда авторитетных специалистов считать веками не от первого года по 99 год, а примерно с середины века по середину последующего века. Так более верно оперировать и понимать процессы. Ну, в каком-то смысле это доказано так. Поэтому вот сейчас, вот 70 лет прошло, еще впереди лет 30 примерно, вот такое вот переломное время идет. И очень важно не уйти в правильную сторону, очень важно быть уверенным, что то, что мы делаем, это верно. И если в мнении Шмуэля Эйзенштадта читают специалисты, прочел я это изложил, я сейчас это оглашаю, наверное, это сделано не зря. И те, кто будет смотреть эту передачу, они задумаются над этим, что их личный вклад сегодня очень важен вот в это время апогея развития второго осевого времени. И то, что сейчас будет заложено вот в эти последующие 30 лет, это, так сказать, финальный этап, это семя, именно семя, то есть росло с 17 века, вот это вот второе время, да, оно дозрело до семян. И вот теперь какое семя будет, зрелое, незрелое, дурное ли или здоровое, это зависит от нас, кто сейчас живет. Вот сейчас, конец 20 века и первая половина 21 века. Вот это очень важно понимать. И вот то, что мы сейчас говорим по поводу шаманизма там, и прочего, да, язычества, это тоже входит вот в эту, так сказать, в это развитие второго осевого времени. Тогда я думаю, что вот эта книга «Цивилизационная основа политического процесса» — это как раз-таки в некотором роде, ну, правда, для простого обывателя, наверное, будет несколько сложно читать ее, потому как это и очень такой научный язык. Ну, работа, в первую очередь, политологическая, она теоретическая. Это, в первую очередь, теоретическая работа. Но мне кажется, что как руководство к действию для тех, кто сумеет разобраться в ней, это одна из лучших работ, которые я вообще за все время своего, скажем, осмысленного существования вообще читал. Как говорил, опять-таки, я упомянул своего учителя Григория Максимовича Бангад Левина, как он говорил, надо писать так, чтобы и другие понимали, и тебе нравилось. Вот я стараюсь своей работы писать так, я очень признателен за высокую оценку этой работы. Вот, я надеюсь действительно, что она и есть читабельна, она и будет оставаться такой. И главное, что она даст нужный позитивный результат. Вот это, мне кажется, очень важно. Она точно даст нужный позитивный результат, причем нужный позитивный результат не просто в ключе какого-то как руководства к действию, иди туда, возьми то, или иди туда и принеси,
не знаю куда и принеси то не знаю что. Но именно как... для меня, например, она очень многие вопросы, которые я так долго не мог снять для себя, она поставила прям очень четко расставила и, наверное, сделала меня немного сильнее и более иммунитетнее, наверное, так нужно будет сказать, по отношению ко всем новым идеям, которые так часто появляются в нашем обществе, и в частности, особенно вот с появлением интернета, это стало настолько массированно и мощно все, что человек, прочитав какое-то там 3-4 предложения о какой-то идее, внезапно может утром сказать, что я последователь уже там новой религии или там еще чего-то. Но вот для того, чтобы этого не было, Батыр Учаевич создал еще одну не менее уникальную книгу, которая называется «Буддизм и религиозные лидеры Тибета в истории 4 айратов». Вот эта книга, к сожалению, она вышла совершенно небольшим тиражом, 500 всего лишь экземпляров, в 2 томах в Российской академии наук, в Институте востоковедения. И это не менее уникальная книга, которая как раз-таки подчеркивает или, наверное, выводит на чистую, скажем так, воду, простым языком, все те хитросплетения нашего прошлого, благодаря которым, собственно, мы сегодня и калмыки, и буддисты, и люди, обладающие своей собственной письменностью, своей уникальной неповторимой культурой и всем остальным. Давайте поговорим и об этом издании, Батыр Учаевич. Вы, может быть, немного расскажете об этом и зрителю, потому что это будет очень важно. И также о работе над ней. Я знаю, что действительно эта работа была уникальна по многим параметрам и пунктам, ведь в основе ее совершенно новые исследования, которые, наверное, в некоторой степени даже переворачивают устоявшиеся точки зрения на огромное количество вопросов, и в том числе понятие «калмык» как название нас сегодняшних и как в ретроспективе, если говорить того, как называли и кого, самое главное, или что называли калмыками. Батыр Учаевич, ну расскажите немного о том, как вы работали над этой книгой. Ну, в данном случае это тоже результат работы над диссертацией, докторской диссертацией. Диссертация называлась «Буддийский фактор в политической и этнической истории айратов» в определенный период времени. И, наверное, это правильно, и это так бывает, когда приходит время, что появилась какая-то работа. Вот, как я сказал, я потратил на эту книгу примерно 7 лет. Тогда была необходимость, у меня была внутренняя потребность разобраться, в первую очередь самому разобраться, да, в том, насколько буддизм для нас перспективен, в принципе, в будущем. Вот, что может помешать, что может, наоборот, помочь. Соответственно, и язычество тоже я здесь высказался. И вот когда работа была написана, ведь написать это одно, а издать это несколько позже было оно издано, да? После этого я вновь вернулся к тематике буддизма у айратов. Во-первых, потому что, опять-таки, у меня возникло ощущение, что та моя книга, которая вышла «Священная Тибетская воинственность», 2001 год, кажется, да? В 2004 году, да. В 2004 году. Что она, с одной стороны, до сих пор актуальна. И очень популярна. Я в интернете видел, наверное, на сайтах 50 ее уже. Она даже в серьезных библиотеках находится в зале общего доступа. Вот. Это для меня высокий показатель. Более того, она была переведена с редакции на английский, издана в Штатах, и она включена в список аспирантов Университета Калифорнии, чтобы они должны знать эту книгу. Невероятно. Так сказать, чтобы сдавать экзамен, этот минимум, да, как у нас принято, это кандидатский минимум. Вот. И вот, общаясь со специалистами и Запада, и Востока, и понимая действительно вот определенную ценность той своей работы, я понял, что а ведь сейчас появились новые работы и, главное, новые источники, которые позволяют глубже изучить. Это с одной стороны. С другой стороны... А как могут появиться источники, если они
должны бы, собственно, появиться-то совсем давно и дойти просто до наших дней? Ну, допустим, вот если мы говорим про арадские источники, это тот редкий набор, скажем так, источников, который был выпущен Владимиром Петровичем Санчировым, «Арадские источники». Да? Вот в 16 году, по-моему, он издал эту книгу. Да, и я даже помогал немножко в этой работе. Вот, уникальная работа, Это то, что позволило внести определенные акценты. Вот. Это если брать вот наш типично арадский источник, да. Потом у меня были, допустим, ряд западных, вернее так, источники, которые были изданы на Западе и в России по арадской тематике, имеется в виду источники, как могли касаться Тибета, Монголии, допустим, Китая, да. Но я тогда их никак не мог использовать, поскольку еще не хватало знаний, еще не хватало других источников, чтобы их как-то показать. Это были какие-то разрозненные фрагменты мозаики, которые нужно было потом которые я пока отложил, да. Я их тогда отложил, я не мог, их я не понимал. Мне непонятна была логика тех событий, которые там излагались. Вот. Далее, значит, действительно, допустим, мне попала редкая книга еще в середине 17 века, переизданная вот в наше время, «Чайная иллюстрата» Афанасия Кирхера. Вот. Это сборник миссионерских работ. Мне попала в руки Марко Поло, книга, как она называется-то? Книга Марко Поло? Книга Марко Поло, да. Так вот, тут, вот у нас выходила, по-моему, еще в советское время, да, книга. Ну, условно говоря, там 100 страниц книга Марко Поло, и там страниц 30 комментариев, да, книги Марко Поло. 130 страниц. А я потом нашел книгу, изданную в Лондоне в начале 20 века, где-то 1903, что ли, 7 год. 100 страниц книга Марко Поло, 500 страниц комментарий книги Марко Поло. Вот такая книга. Я, как прочел эти комментарии, это просто, знаете, это просто поразительно. Вот настолько были масштабные специалисты. Это они не придумали Восток? Нет, это не ориентализм, у них там везде были ссылки. Везде были ссылки на источники. Возьмем карту Рената, да, по Джунгарии. Первая точная карта Центральной Азии, которая? Ну, я имею в виду та карта Рената, которая показывает границы Джунгарского ханства. Границы Джунгарского ханства. Да. Вернее так, не границы, но территорию Джунгарского ханства. Так вот, по ней выходила работа где-то в 1880-х годах. В Питере выходила работа. Ну, такая тоненькая книжечка. И вышла работа Волобуева. Вот, сравнительно не так давно, в Институте востоковедения. Ну, она, правда, более, да, географическая более работа, но, тем не менее, он там подробно рассмотрел название, вот то, что дано на карте Рената. А недавно мне прислали несколько страниц книги Бетли. К сожалению, ее сложно найти, эту книгу. Там называется она так «Чайна, Раша», там «Монголия». Ну, в общем, сборник документов. В основном из наших архивов, но в том числе уникальных документов. И там в том числе он делает разбор карты Рената. Там совершенно иной угол зрения. Я вот начал читать, и я понял, что я лучше потом специально, спокойно почитаю это. Я вот так пробежаться по страницам, да? Нет. То есть стали доступны мнения специалистов, которые были малодоступны. Тех, кто раньше писал. Благодаря изданиям их работ? Благодаря тому, по крайней мере, что, значит, я бы сказал так, пришло время, что я до них добрался, да? Что они мне попали в руки. Появились источники, о которых, вот, в частности, я сказал, да? То ли они были впервые изданы, то ли я отложил их когда-то, то ли это действительно такой уникальный источник, который вдруг попал мне в руки. То есть был ряд факторов, которые я воспринял в том контексте, что надо писать. И заодно это будет как раз хорошая диссертация. Вот. И я действительно стал использовать эти источники. Вы знаете, бывает ведь как еще? Пишешь, думаешь, ага, будет, скорее всего, такой-то вывод. Потому что я прочел источники, да? Но когда я уже печатаю, когда я уже все выстраиваю в определенной логике, я печатаю совершенно другое. Я потом сижу и удивляюсь, как это так? Ведь
вот у меня записано примерно, как я видел результат, а на самом деле совершенно иное. И главное, что это иное не есть просто логичное как бы постепенное чтение, анализ и так далее. Да? Часто бывает совершенно иной угол зрения почему-то появляется. Вот это очень ценно. И именно вот такие новые углы зрения, даже на основании бывших известных, то есть источников, но уже поскольку я читал новые источники, они позволили мне подойти к ряду наших моментов нашей истории, или, как принято говорить, страниц нашей истории, с новых позиций. В том числе, как вы говорите, действительно слово «калмык». Мне показалось... Давайте о нем, потому что столько споров возникает у нас в обществе сейчас. Калмыками нужно называть себя, айратами. Я все пытаюсь вот эту вот большую науку подтянуть как-то в применении к реальности, потому что не всем, наверное, будет очень понятны какие-то там работы и имена каких-то выдающихся исследователей, но так, чтобы наука послужила человечеству, в частности, нашему маленькому человечеству, которое называется обществом, живущим в Республике Калмыкия и за ее пределами, но идентифицирующий себя как калмыки. Вот. Ведь есть у нас, опять-таки, огромное количество различных точек зрения и на слово «калмык», и на слово «айрат», и требования вернуть себе историческое название, и даже переименовать Республику Калмыкию там, в Республику Айратия, или там Джунгария, или еще что-то. И эти споры вообще постоянно не утихают. Если в языке, например, те споры, которые возникают, их можно как-то на основании источников развести, так сказать, по углам и разъяснить, что это так, а это так, а это так, то в истории все гораздо более размыто, и здесь только специалист, который ознакомился с огромным количеством источников, может дать какие-то четкие варианты. Так вот, Владимир Ильич, тогда вопрос. Что такое калмык и почему вот мы сейчас калмыки, и стоит ли там нам называться так в будущем? Будет ли наше семя калмыцким, или оно будет айратским, или оно будет вообще западно-монгольским? Как вы видите в этом осевом времени то семя, которое мы оставим? Как правильно будет, точнее, его оставить?